Чуть больше месяца назад заработала в столице республики «Школа-21». Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Я представляю гостя в студии Екатерина Подымова, генеральный директор «Школы-21» в городе Уфе. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Я понимаю, что «Школа-21», может быть, и нашим зрителям ничего такого конкретного не говорит, но мы понимаем, что это школа цифровых технологий. И что это за организация? Расскажите. Школа цифровых технологий от Сбера – это школа цифровых технологий, где каждый желающий житель республики может абсолютно бесплатно получить востребованную IT-профессию. Какую IT-профессию? Здесь есть несколько направлений или нет? Да, есть несколько направлений. Это разработческие и неразработческие направления. То есть можно стать и программистом, и аналитиком данных, и изучать кибербезопасность. Спектр очень большой. Вы сказали, что каждый житель республики может стать ее учеником, да, условно, студентом, независимо от возраста, социального положения, каких-то еще, может быть, есть. Да, совершенно верно. Нет никаких ограничений. То есть с 18 лет можно получать востребованную IT-профессию. И также впервые в России у нас открылось детское направление, где дети тоже бесплатно могут изучать машинное зрение и войти с юных лет. Расскажите, уже, насколько я понимаю, есть даже не один выпуск, а уже 2 потока прошли обучение. Какое это было обучение и как дебютировал, как стартовал проект? Стартовал проект просто грандиозно при участии главы республики Германа Оскаровича Грефа. И при правительстве Республики Башкортостан мы открывали 10 июня. Также стартовал 1-й и 2-й уже отборочный интенсив. И мы запускаем 3-й интенсив, отборочный 8 сентября. Эти отборочные интенсивы позволяют жителям республики про себя протестировать, понять, для них IT-направление или нет. И основное обучение у нас стартует с октября этого года. Какой срок занимает обучение? Вы знаете, все очень индивидуально. То есть можно пройти обучение за 1,5 года, полноценно включаясь в процесс, а можно и 3 года, если необходимо изменить в процессе обучения направление. Вдруг поняли, что разработка не для вас и хотите перейти в аналитики данных. Если, например, взрослый человек решил стать студентом, но у него же есть и основная работа, он сможет совмещать? Да, смотрите, как раз интенсив длится на данный момент 26 дней. Люди берут отпуска, выделяют время, потому что это большая ответственность за свое образование. А дальше у нас идет гибридная система. Можно как онлайн, так и офлайн посещать школу. Но, конечно же, школа – это про комьюнити. Мы всегда рады всех видеть, организуем мероприятия. И основная цель – это объединить участников и создать такой комьюнити, который помогает развивать так называемые мягкие навыки, в том числе помимо профессий. Ну и несомненное достоинство именно в том, что располагается школа в геномном центре межвузовского кампуса. Вот помогает ли это именно развитию школы у нас в столице Башкортостана? Да, безусловно, это потрясающая коллаборация. Помогла не только школе 21 найти свое направление в нашей республике, где на базе геномного центра развиваются информационные технологии, но также и впервые в России на базе геномного центра для школы 21 мы запускаем новое направление биоинформатика. Насколько она востребована? Это очень востребована на данный момент специальность. Биоинженера – это штучные специалисты в нашей стране. А сколько, в принципе, специальностей у вас есть? Вот, я понимаю, что все не перечислишь, но, может быть, какие-то вот общее количество назвать, и какие есть из них вот самые популярные? Ну, самые популярные, безусловно, это разработка и аналитика данных. Также не стоит забывать, что есть и геймдев, то есть разработка игр, аналитика данных, DevOps и огромное количество направлений, которые сейчас актуальны. Можно пройти на сайт Школа-21 и посмотреть, выбрать для себя актуальное направление. Расскажите, пожалуйста, вот было уже 2 интенсива. Да. Насколько востребовано среди жителей республики? То есть вот какой отклик получили?
Отклик получили очень положительный, очень востребованный проект. Приходили и люди пенсионного возраста, взрослые, отец с сыном, где сын уже обучал своего отца. Они в коллаборации всей семьей обучались. Также приходил отец и приводил ребенка в детское направление. Мама приходила тоже с 2 детьми, и детей отправляла в наше детское направление, в старт, и шла обучаться, получать новую профессию. То есть отклик очень теплый, очень даже положительный. Что вас лично вдохновляет на участие в этом проекте? Потому что вот вы так рассказываете, очень интересно, у вас глаза горят. Вам нравится или почему вы вот продвигаете этот проект? Да, личная заинтересованность у меня тоже есть, потому что я закончила авиационно-технический университет с красным дипломом, факультет информатики и робототехники. Я в IT с 15 лет и закончила я аспирантуру по этому направлению. То есть я очень болею этой профессией. И так по моему карьерному треку сложилось, что я больше ушла в образование IT. И когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, для меня было огромной честью стать руководителем данной организации. Поэтому я вижу в этом большую социальную значимость для республики, потому что мы делаем и комьюнити, и формируем новый образовательный проект в нашей республике, который связан именно с IT. И мне очень приятно, что меня на эту должность пригласили. Для меня это тоже очень много значит. Екатерина, ну вот, наверное, когда какой-то проект приходит в регион, он всегда учитывает какие-то особенности того или иного субъекта. Вот именно в Башкортостане какие есть особенности? Ну, как мы уже ранее затронули, что мы расположились на базе геномного центра, это и есть одна из больших особенностей, как и заметил Герман Оскарович, что в нашей республике собрано большое количество генетических исследований и большая концентрация ученых именно генетиков. И это потрясающая коллаборация, когда мы соединяем и прикладное направление, в данном случае это генетика, и IT-направление. Какой вы видите школу через 5 лет? Через 5 лет я искренне надеюсь и верю, что школа-21 стала большой точкой притяжения для нашей республики IT-кадров, и что все промышленные предприятия знают о школе-21, сотрудничают и всегда готовы принять наших учеников к себе на практику. Дело в том, что сейчас, вот, вопреки десятилетиям назад, налаживается связь между именно крупными предприятиями и учебными заведениями. И, как правило, сейчас именно продумываются такие программы, чтобы специалист, который завершает вуз, уже был востребован на предприятии. Он уже знал, куда он пойдет, какая у него будет зарплата. Вот у вас налаживаются такие связи или пока это на стадии проработки? Да, конечно, налаживаются связи. Мы выстроили себе пул организаций, с которыми уже провели ряд встреч. Для нас очень важно готовить кадры конкретно под запрос предприятия, под запрос компании. Несмотря на то, что мы все-таки в IT-структуре и развиваем IT-сектор нашей республики, мы также готовы сотрудничать и с предприятиями, потому что это большая часть экономики нашей республики, поэтому мы, в принципе, со всеми готовы рассмотреть сотрудничество и нацелены на эту деятельность. Екатерина, и вот вы сейчас сказали о том, что в октябре начинается непосредственно учебный процесс, а до этого идут интенсивы. То есть уже 2 прошли, и остался, я так понимаю, еще 1 интенсив или еще пара интенсивов будет? Да, все верно. У нас остался последний отборочный интенсив в этом году, поэтому я бы очень хотела пригласить жителей нашей республики для того, чтобы они прошли на сайт, зарегистрировались и получили возможность изменить свою жизнь, получить востребованную IT-профессию. Что происходит во время интенсива? То есть очно, я так понимаю, и офлайн, и онлайн формат есть. Какие знания получают ученики? Интенсив проходит только в офлайн формате, в нашем кампусе, где проходит и обучение. Обучение строится из 4 недель, где каждую пятницу наши участники сдают экзамены. Они получают ежедневно 3-4 задания, которые нужно сдать до 10 утра следующего дня. И это такой потрясающий интенсив и квест для многих. Старшее поколение говорит, что больше тяжело коммуницировать и взаимодействовать с молодым поколением. Кто-то развивает такие свои навыки. В общем, обратная связь на самом деле потрясающая.
Интенсив проходит только в офлайн формате, поэтому в кампусе на Закиева-Лиди 32/2Б. Дни открытых дверей у нас тоже проходят по расписанию. Можно зайти к нам в телеграм-каналы, в соцсети, зарегистрироваться, прийти и очно посмотреть наш геномный центр и школу 21. Все прошедшие интенсив станут уже студентами учебного курса? Да, совершенно верно. У всех, кто с успехом завершит отборочный интенсив, мы пригласим на основное обучение. С прошлых отборов ребята уже получили свою обратную связь, и они ждут октября, чтобы начать обучение. Екатерина, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о школе 21. Мы надеемся на ее перспективы, мы надеемся, что выпускники будут успешными, действительно пройдут это обучение и найдут работу по душе. Спасибо огромное. Спасибо большое. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.